Игорь Соловей, тоже твоя вольная речь на эту тему. Ну вот когда мы до эфира ждали и слушали звонки жителей Крыма, оккупированного, в студию, было очень много слов поддержки. И знаете, вот мне очень обидно за эту ситуацию, поскольку такими действиями украинская власть нынешняя, она убивает у людей надежду. А вот это самое страшное, когда люди прекращают надеяться и смиряются с обстоятельствами. Это вот то, чего нельзя допустить. Это вот так общая фраза, да, а вот что касается частностей, именно конкретно блокирования финансирования, тут еще есть один маленький момент, ведь блокируя счета и лишая единственный крымско-татарский телеканал средств к существованию, к нормальной работе, власть тем самым показывает, оно не только делает плохо телеканалу, оно показывает свою немощность. Ведь у вас даже в обращении есть апелляция к тому, что есть некие бюрократические проволочки, которые не могут решить. То есть 4 года они действительно решались, а сейчас вот вдруг вот не могут решиться. Возникает вопрос, значит... Что изменилось? Что изменилось? Да, мы понимаем, что изменился персональный состав, он обновился. То есть получается, что предыдущие могли решать вопросы, эти не могут. Ну, извините, тогда вы либо некомпетентны, либо не хотите этого делать. Если вы не хотите этого делать, то почему? Возможно, люди не хотят, чиновники не хотят это делать, потому что они боятся ответственности.